А вы спросите меня, кто это такой и почему его портрет висит в этой комнате? Это мой герой 19 века, Шахабуддин Марджани, человек альтернативы, наш человек. И я хочу вам о нем рассказать. Мы направляемся в сторону деревни, в которой родился Марджани. И по пути нам встречаются и другие деревни, большие и маленькие. Вообще, татарская деревня – тема особая. Кто не был, рекомендую побывать. В начале 20 века писатель Гаяс Исхаки сказал, что татары кончатся через 200 лет. Вот прошло 100, и вроде бы пока мы еще живы. И многие считают, что это благодаря татарской деревне. Благодаря ней сохранилась наша ментальность, язык, культура. И практически все наши татарские писатели родились в татарской деревне. Одна из самых больших особенностей, и, я бы сказал, трагических особенностей татарской истории XVI-XIX веков, это в том, что татары остались исключительно сельской нацией. То есть потеряли полностью свою городскую структуру. Я считаю, что это одна из самых больших трагедий. Такие последствия потери городской структуры, городской составляющей в татарской жизни, это одно из тех последствий, которые до сих пор свою сохранило отрицательную составляющую. Мы сегодня говорим, татарская деревня хранит татарский язык, татарские традиции, татарская культура, это все правильно. Но в то же время татарская деревня, она по-своему малоподвижна, она по-своему консервативна. Город татарскую культуру не регенерирует сегодня по-настоящему, в хорошем смысле, в плане высокой культуры прежде всего. В городе не рождаются поэты, в городе не рождаются писатели татарские, потому что город сразу перемалывает все. И получается, что мы опять надеемся только на деревню. Мы в деревне Ябанче. Собственно, здесь и родился Марджани 200 лет назад. Как видите, от дома мало что осталось, да и деревни тоже. Но Марджани здесь помнят и почитают. Мы у деревни Мержан. Как можно догадаться, ее основали предки Марджани. Они похоронены на соседнем кладбище. И вообще все деревни вокруг, как иначе, связаны с родом Марджани. Потому что вся династия Марджани – это священнослужители, имамы и хазраты. Деревня – это целый мир. И мулла, можно сказать, один из самых уважаемых людей в этом мире. К мулле идут не только за религиозным советом, за душевной помощью. К нему идут даже в случае каких-то неурядиц семейных, материальных, просто за советом в плане… И даже когда человек заболеет, идет к мулле. Мулла – это, как бы скажем, непререкаемый авторитет в деревне. В татарских деревнях мулла ведь еще к тому же являлся и учителем. К нему особые отношения. Мы все знаем, что существовали практически при каждой мечети существовали начальные школы для мальчиков и девочек. Преподавали мулла и его жена Абастай. В некоторых деревнях были медресе. Это более высокий уровень, чем в заведениях. Когда Шахабуддину было 3 года, его отец перебрался сюда, в деревню Ташкичу, и стал имамом этой мечети. Шахабуддин был очень сильно привязан к отцу. Сработал еще тот факт, что в 5-летнем возрасте он остался без матери. Она умерла при неудачных родах. Печальное, но обычное дело в те годы.
В автобиографии он напишет: «Мать отправилась за милостью истинного, и мы были сильно опечалены». А позже, будучи взрослым, он также скажет: «Не обижайте детей, не бейте их, особенно по голове. Я сам испытал горечь сиротства». Начальное образование Шахбудин получает в медресе своего отца. В нем он учился 6 лет, жадно впитывал новые знания, показывал незаурядные способности, а с 17 сам преподавал в этом медресе. В 17-летнем возрасте он уже написал первый учебник на персидском языке. Хорошо знал арабский язык. То есть он, в принципе, он достиг совершенства в знании восточных языков. И когда понял, что он исчерпал получение знаний в родной деревне, и поскольку примером был его отец, который обучался в Средней Азии, он тоже решил поехать в Среднюю Азию. Он уже наметил план своей будущей жизни сделать так, чтобы татарский народ стал вровень с другими народами мира, и прежде всего европейскими и русскими. История стара, как сам мир. Юноша в поисках знаний отправляется в далекий путь. И не в Казань, до которой рукой подать, а в Бухару, потому что там учился его отец. И Шахбудин еще не знает, что ему предстоит, вернется ли он назад. А из багажа у него 20 рукописных книг, которые он будет пересчитывать всю дорогу. А путь окажется не близким. 7 месяцев. Возникает закономерный вопрос. Почему он потащился за несколько тысяч километров в далекую Бухару, когда совсем рядом Казанский университет? Сюда скоро поступит Лев Толстой. Здесь ректор, создатель неевклидовой геометрии, гениальный Лобачевский. Татары, естественно, не знали русский язык, не латинский язык, были другой веры, и поэтому, естественно, не могли поступить в Казанский университет. Вообще это слово не мы придумали, и мы на самом деле с ним довольно в тяжелых отношениях с этим словосочетанием. Альтернатива, татарская альтернатива. Как будто мы чему-то противостоим, как бы такие воины света, да. И мне порой кажется, что мы все это делаем не для себя, а для какого-то будущего поколения, что нас потом откопают наши записи там, да, где-нибудь и скажут: вот оно уже было, вот тогда еще уже были ростки, значит. Я думаю, что в какой-то степени он там свое разочарование испытал, конечно. Образование было схоластическим, то есть споры велись, там этот сказал так, тот так. И они спорили ни о чем фактически. Это схоластическое образование было проникнуто в медресе Бухары. Он там не столько знаний получил, сколько источники. И он ведь приехал, тут чуть ли не арбу привез, полную книг. Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд. Вот, светило нашей философской культуры, они стали достоянием Европы, но не мусульман. Колумбий, знаете, Колумбий, который открыл Америку, да? Он написал в письме, это письмо из Гаити, что ему во сне явился Ибн Рушд и показал ему путь. Понимаете? То есть это были авторитеты.
Вот мы, к сожалению, потеряли это. Потеряли этот новаторский импульс, который дал ислам. Мы взяли всю греческую культуру. Мы спасли ее для человечества. Мусульмане. Понимаете, мы сейчас для нас имена таких Платон, Аристотель. В Европе в средние века о них не знали почти. Это мусульмане взяли эту культуру, переводили, развивали, передали ей, к сожалению, мы передали, себе не оставили. Передали ей Европе, началось возрождение. Что значит возрождение? Это возрождение греческой культуры, античной культуры Европы. Вот они взяли, а мы оказались от своего золотой век. Это позади. Аср Саадат. Вот. Эпоха благоденствия. Это эпоха времен пророков. А дальше что? А дальше мы катимся к концу света. При том, что у нашего пророка сказано, даже если ты взял саженец, чтобы посадить его, и услышал трубный звук конца света, иди посади его, а потом иди к концу света. Философия – это ориентация на разум. Разум не противоречит религии. Вера и разум, религия и философия – это две молочные сестры. Вклад или новизна Маржани в том, что он сказал, надо вернуться к этим великим нашим мыслителям и, опираясь на них, двигаться вперед. Это один из первых в мусульманском мире призывал к восстановлению роли философии. Домой он возвращается через 11 лет. В последние годы его отец часто выходит на дорогу и ждет возвращения сына. На самом деле мы занимаемся тем, что создаем музыку, которой нам не хватало в жизни. То есть нам так не повезло в детстве, у нас не было татарской, молодежной музыки, условно говоря, которую можно было слушать, и потом лет 30 или 40 слушать там, да, потом заново. Не было у нас такого ничего. Что такое Казань тогда? Это две части, русская и татарская. Делит их река Булак и озеро Кабан. Вот эта большая вода делит город на две части. Там запад, тут восток, там русские, тут татары. Там звонят колокола, здесь поет муэдзин. Два мира. Два. Мы находимся в типичном доме второй половины 19 века. И, как видите, здесь смешались восток и запад. Вот, например, стол на высоких ножках и зеркала – это часть русской культуры, это запад. А саке и ковры – это дань местным традициям. Такое же удивительное соседство в головах татарской буржуазии и интеллигенции. Татары всегда были таким народом на грани между Россией и ее собственным Востоком. И в этом смысле они чем-то похожи, может быть, на турок,
Но принципиальное отличие в том, что у турок была своя империя, у татар своей империи не было. Империей татар была Российская империя. И с этой точки зрения как раз-таки тоже достаточно важно, что Марджани одним из первых пришел к этому пониманию. В 1849 году, вернувшись домой, Марджани переезжает в Казань. Вся его дальнейшая жизнь будет связана с этим городом. Слава о нем, как о большом ученом, уже распространилась по городу. Он только приехал первый, здесь самый богатый в то время татарин, Юнусов. Он, естественно, захотел его привлечь к себе, взять имамом Мударисом. Ему принадлежала центральная мечеть, ныне Марджани, и медресе, хотя их отношения долго не продлились. Итак, Марджани становится имамом Мударисом первой соборной мечети. Незаурядный, талантливый, харизматичный, очень образованный, он быстро становится авторитетным в этой части города. Его называют просто Шихаб Хазрат. До него базовая позиция – это была позиция ухода в гетто. Россия нас когда-то завоевала, и задача наша состоит в том, чтобы максимально отгородиться от любого влияния неверных для того, чтобы сохранить то, что мы можем сохранить. Марджани как раз выступал с позиции преодоления этого гетто. Это создавало почву для того, чтобы претендовать на равенство гражданских прав, например, в Российской империи, и говорить о том, что это такая же, эта страна в такой же степени принадлежит нам, как и вот тем, кого в те времена называли господствующей народностью. Человек хочет изменить мир, по крайней мере, вокруг себя. Естественное желание, но мало кому удается его исполнить. Вот Марджани хотел изменить систему образования, потому что старая, сплошь религиозная, не давала ученикам необходимых знаний. Это невероятно важный шаг для Марджани, потому что другой возможности у татарина тогда получить образование не было. Марджани – это человек, который меняет мир, по крайней мере, татарский. Во многих мусульманских странах уже само собой как бы подразумевается, что мы изучаем эти науки, но 100 лет тому назад отвергали такой подход. Европейские науки это не наши. В медресе занятия велись вот по сценарию мутакаллимов, да, когда велись споры ненужные, это схоластика ненужная. Он говорил, это надо отбросить, нужно знать Коран и Сунну. И поскольку он признавал арабо-мусульманских философов, а там теоретическое знание – это прежде всего логика, математика, физика и метафизика. И он другие светские науки, знания о биологии, географии, астрономии, не было специальных таких предметов, но говоря, допустим, о математике, он мог приводить примеры из биологии, астрономии, геометрии. Об этом четко свидетельствует его вот сочинение «Мукаддима», где он прослеживает развитие этих наук. За Марджани, на самом деле, как-то грустно порой. Вот он такой один крутой чел, живет где-то там в середине 19 века, топит за там, модерновую культуру какую-то, да, и причем при этом он же мусульманин такой, очень ортодоксальный мусульманин, но он там как-то ему понимает, что вот скоро вообще времена поменяются, и вот он там хочет, чтобы образование было другое, и он там против других мул и против купцов, и вот его там с должности снимают, а он такой прямо человек-гора. И вот очень странно себя как-то роднить с человеком в челме, в чапане. Как бы он же совсем вроде бы, он такое увидел, что чем мы тут занимаемся, наверное, вообще,
взял бы палку нас и побил бы. А он уже крупный был. Вот, и это вот. Если мы говорим джадидизм, вот предвестником джадидизма как раз и был Шихаб-ад-Дин Марджани, новое в образовании. Он прежде всего говорил о том, что нужно выучить язык. Ну, естественно, мальчик должен знать татарский язык, но он должен знать и арабский язык, чтобы быть знакомым с Кораном, поскольку он признавал только два источника. Это Коран и Сунну пророка. Да? Чтобы их освоить, не нужно зубрить. Надо знать хорошо язык. Это священный язык. Именно через него закрепляется, укрепляется, утверждается мусульманское единство. Если я вижу книгу, написанную с арабской вязью, да, мне обязательно кажется, что это что-то священное. Там какой-то Коран, наверное. Хотя это может быть не Коран. Философия арабских букв. Было целое направление. Хуруфизм, от слова харф, харф это буква. Весь мир рассматривали через эти буквы. И в Коране, вы знаете, многие суры, около 30 сур, начинаются с отдельными буквами. Здесь может быть зашифрована великая вот мудрость, философия. Может быть, это вот на уровне ДНК какая-то вот любовь, какой-то интерес, что-то сакральное, кажется, вот из этих букв получается. Мне казалось, что да, буквы танцуют. Тукай наш писал арабской вязью, далеко ходить не надо. Так вот мы решили делать и Тугантель. Папа сделал такой эксперимент один раз. Он бабушке дал Евангелие, переведенное на татарский язык и написанное арабской вязью. Значит, папа оставил, ну там обложки не было, поэтому Инджиль там написано не было. Инджиль — это Евангелие по-татарски, да, по-арабски. И бабушка, значит, читает, потом папа пришел откуда-то по делам, сходил. Бабушка говорит: что ты мне за книгу дал? Это вроде бы Коран, но с ошибками. И естественно то, что Марджани, он, конечно же, пользовался арабским языком как своим родным практически, и основные сочинения его написаны именно на арабском языке. И тем самым он пытался как бы выйти за рамки российской мусульманской уммы. Инновации Марджани раздражают многих. Он сталкивается с мощной армией противников, а иногда вовсе остается один. Но Марджани человек особенный, он человек альтернативы. Отец говорит ему: слушайся мнения большинства. А сын возражает: большинство на суконном рынке, а истина превыше всего. Просто когда я включаю телевизор и попадается татарский экран, мне стыдно за отсутствие музыки в этих песнях, за отсутствие текста в этих песнях. Это просто, если мягко говоря, позорно очень. Позорно. И ко мне приходят гости, я им показываю вот этот канал. И они говорят: Оскар, что это? Это ваша музыка? Я говорю: ну вот, да. Когда мы познакомились с ним, с этим молодым человеком, с Оскаром, я сказала, что я не люблю, ненавижу, я сказала, что не люблю татарскую музыку, и он сказал: ну, я тоже. И потом я вот узнала, что он играет рок. Новаторские идеи рушили их вот такую спокойную жизнь, они не были согласны с этим, признавали. А он все-таки был реформатор, он говорил о том, что любой мусульманин должен выносить собственное суждение по общественно-правовой жизни мусульман. Надо использовать Коран, Сунну и выносить новые суждения.
татарской слободе разыгрывается нешуточная драма, исход которой не ясен. С одной стороны, негласный хозяин слободы купец Ибрахим Юнусов, с другой – имам Хатыб Марджани. Кто победит? Они столкнулись, но Марджани был первым из духовенства, который решил пойти против знати татарской общины. Кто победит? Деньги или разум? Власть или духовность? Грубая сила или интеллект? Вообще, татарская буржуазия – это тема отдельного разговора. Татарские купцы, живущие на этих улицах, не просто торговцы. Теперь это люди, которые играют главную роль в жизни татарской слободы. У татар не только городского населения не оказалось, то у татар уже в XVIII веке не было и верхушки феодальной. То есть татары оказались не только сельским населением, но и просто крестьянским населением. И вот в экономическом отношении у татар в XVII-XVIII веке была одна, так скажем, отдушина – это торговля. Татарские торговцы активно поддерживали связи со Средней Азией. Среднеазиатский рынок принимал только мусульман торговцев. А для государства было выгодно туда отправлять своих граждан, которыми являлись татары. Торговец, он ведь всегда шпион. Поскольку купец, он всегда привозит не только товар, он привозит сведения, он приводит информацию. Он там рассказывает о своем государстве. То есть получается так, что татарские купцы, татарские торговцы в XVIII-XIX веках готовили своего рода продвижение России в Среднюю Азию, политическое продвижение. Татарские купцы были признаны единой составной частью единого российского купечества. То есть появляется сила, которая понимает, что не только деньги, не только материальное важно в этом обществе. Поэтому определенная часть купцов в XIX, начале XX веков оказывала очень широкую поддержку татарским ученым, татарской прессе, любым культурным начинаниям, занималась благотворительностью. То, чего опять-таки мы сегодня практически не имеем. Сегодня это только показуха. Почему этот всплеск был культурного развития, то, что мы называем татарским ренессансом начала XX века, то, что готовил Марджани и его ученики, да, это же как раз результат того, что были деньги и была потребность общества. Купечество поддерживало вот этот культурный прогресс. Это был феномен, это потрясающая история. Мне кажется, мы что-то все расшатываем. Мы расшатываем основы, и мы очень сильно ошибаемся, наверное. Как Нурбек говорит, он про это любит говорить, что нужно... Не бойтесь ошибаться. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь налажать. Вот вы сейчас налажаете, и люди поймут, что так делать не надо было. Но это вы должны были сделать, а не кто-то другой. Мы у дома Марджани в татарской слободе. Здесь он жил, творил, писал. Известно, кстати, что у него было 3 жены. Не одновременно, как вы подумали, а поочередно. 2 первые умерли при неудачных родах. Типичная история в те времена. После смерти одной из них Марджани писал стихи. Они полны тоски и печали. А вот 3-я была с ним до последнего часа и пережила его. Он всегда чувствовал за собой поддержку, прежде всего, своего рода, своих имамов, мударисов, отца, дедов, но и поддержку своих 3 жен, каждая из которых принадлежала к богатейшим семьям Казани. То есть он, значит, выгодно женился? Выгодно всегда. То есть все 3, они все купеческие. Без этой поддержки, наверное, было бы сложно. Кто такой в Казани деревенский мулла? 0. Купцы здесь правили балом. И яркий пример тому Юнусов, который вообще не считал их за людей. И это, наверное, был первый священнослужителем, с которым он вынужден был считаться. Если взглянуть в исторические архивы, то там можно обнаружить большое количество доносов на Марджани. Многих его имя вводило в бешенство. Но был момент в его жизни, когда его кандидатура рассматривалась на пост муфти. Большую роль против сыграл Ильминский. В письмах к Победоносцеву, обер-прокурору, он писал о том, каким должен быть современный муфти, который фактически не должен знать языка русского, краснел бы при виде русского, заикался бы.
И он предостерегал от кандидатуры Марджани. На эту пост избрали Тевкелева, да, который татарский-то язык не знал, а был этим военным, да, в отставке. И его избрали. Это было, конечно, смешно. Его не раз отстраняли от должности на год, на полгода. Другой отчаялся бы, впал бы в депрессию, а Марджани брался за перо и работал. Конечно, они 30 сочинений, более 30 на арабском языке, они все остаются как бы непереведенными. Я не думаю, что, конечно, простой обыватель обратится к творчеству Марджани, поскольку язык научный, он сложный язык, да? Но специалисты, естественно, обратят внимание. Я не говорю, что перевели. Ну, хотя бы на сайте, чтобы было все произведения его. Есть сайт в интернете, где все произведения Марджани выложены. Нету. Обидно. Обидно. Что такое история? Это, прежде всего, наука, которая в какой-то степени обслуживает государство. Феномен Марджани в чем? На мой взгляд, как историка, прежде всего. В том, что он впервые среди всех татарских интеллектуалов в отсутствии татарского государства, в отсутствии, в общем-то, широкой потребности татарского общества в описании истории, он взялся за профессиональное написание татарской истории. Он вдруг понимает, что для татар, как этноса формирующегося, как нации растущей, ищущей себя, нужна история. Это по-настоящему пионерский и очень решительный шаг. Он обратился к истории татарской государственности, к истории татарских населенных пунктов, к истории и роли отдельных личностей. До XIX века и до Марджани этот вопрос как бы висел в воздухе, но на него никто не отвечал. Там чего только не было. Мы тюрки, мы булгары, мы мусульмане, мы казанцы. И вот Марджани, он первый предложил вот эту идею, которая могла бы всех объединить. Мы татары. Он прекрасно понимал, что история этнонима, история народа – это разные вещи. Марджани действительно один из тех представителей татарской интеллигенции, татарского духовенства, который, можно сказать, рискнул сфотографироваться. Это, можно сказать, в определенной степени можно назвать подвигом даже. Марджани первым из татарских мул позволил себя сфотографировать, но не первый из мусульман, естественно. Как минимум имам Шамиль, еще одна очень важная фигура для российского мусульманства XIX века, не только фотографировался, но и позволял себя рисовать даже. Причем были натурные портреты. Парадокс в том, что дебаты о запрете в исламе изображений живых существ, они развернулись позже. Это скорее, так сказать, полемика XX века. В Коране в принципе каких-нибудь запретов такого характера не может быть. Поймите, да, допустим, в какое-то время запрещали рисовать, потому что они еще, люди, только перешли из язычества, где они поклонялись вот статуям и изображениям, ну так в целом, чтобы это могло быть, чтобы вот сделать запрет на эти вещи, как и делали там, или запрет на музыку, на искусство. Это же все, это великий дар Бога.
Сейчас нам остается только догадываться, насколько силен был интерес Марджани к миру высоких искусств. Но доподлинно известно, что он пытался приобщить дочь к музыке. Для этого нанял учителя, немца, который приходил к ним домой и давал уроки игры на фортепиано. Марджани был выше всех течений школ, которые были в мусульманстве. В каком смысле выше? Он не считал себя привязанным одной, отвлекая других. Нет. Он был открыт на все другие. Марджани, он и сам, наверное, по себе был. Это и вам много он взял, конечно, у философов, но он его развивал дальше. Вот это широта, это философская широта. Мы все сотворены, как Бог сотворил человека, из праха. Вот прах всех, которые у нас, всех объединяет, всех этих людей. Мне очень нравится вот стихи у нас одного поэта 13 века. «Иза кяна асли мин турабин, факуллуха билади ва куллу л-аламина акариб». В переводе: «Раз я из браха, раз браха создан, раз из браха, то вся земля мне родина, и все люди на ней мне родня». Понимаете? Вот человек религиозный, истинно религиозный, истинно мусульманин, он чувствует свое родство, свое братство с любым человеком во всем мире. У нас есть разные, как мы говорим, философы, разные идентичности. Вот надо уметь гармонировать эти разные идентичности. Мы все сыновья Адама и Евы, значит, мы все братья. И не может быть человек настоящим, считать себя человеком, если он может купаться в золоте, а дети где-то умирают с голода. Это не человек. Вот. Что это за... Ой. В 1880 году в августе Марджани отправляется в хадж. Сначала теплоходом до Нижнего, Москва, Одесса, морем до Стамбула и далее. На этом транспорте мы не сможем повторить путь Марджани, но можем соединиться с ним мысленно. Средневековый хадж был совсем другим. Уже в XIX веке путешествие было физически не таким сложным. Поезда, пароходы доставили человека достаточно быстро туда и обратно. Но основное, наверное, это не физическое путешествие, а духовное. Я сейчас работаю над переводом одного трактата Ибн Рушда. В этом трактате, который я сейчас перевожу, Бог как свет. Вот. Бог как свет – это вот самый яркий образ Бога для нас. Марджани продолжал работать, даже будучи на смертном одре. Когда силы оставляли его, он диктовал текст ученикам Шакирдам, которые навещали его ежедневно. Он умер ясным апрельским днем 1889 года.
Его последние слова. Только Аллах знает действительную суть прошедшего и происходящего. Сегодня я его не представляю. Понимаете, у меня такое ощущение, каждый человек рождается тогда, когда он востребован и когда он нужен. Наше время слишком прагматичное. Ему с его независимости было бы сложнее. Но то, что он себя проявил бы, это точно. В какой области, скорее всего, он был бы все-таки человеком, принадлежащим духовному миру. За это время богословская мысль не намного, мне кажется, развилась. Он был бы вполне актуален. Если бы Марджани жил в сегодняшние дни, возможно, может быть, он был бы каким-нибудь очень крутым перформером. То есть, может быть, он бы делал такие перформансы, которые касаются татарской культуры, но эти перформансы были бы безумно интересны во всем мире. То есть люди бы либо сюда приезжали, а может быть, ему пришлось бы жить не здесь. Я не знаю, может быть, он не смог бы жить здесь. Может быть, он бы жил в Истамбуле или, не знаю, или где-нибудь вообще в Европе. Он очень широк. Вот очень широк. Я думаю, что и был бы он особенно вот сейчас, к сожалению, когда видишь, как враги ислама натравляют одних против других, вот он впереди всех, чтобы вот остановить вот эту страшную тенденцию, которую мы сейчас, я не знаю, уже видите, как у нас в арабских странах, видите, вот то, что идет, нет. Сразу бы ему бросилось в глаза, если бы он попал в наше время, то, что татары фактически забыли свой язык. Он бы очень удивился и, естественно, выступал бы за изучение татарского языка. Представим, что он попал на заседание, депутатское заседание. Он не смотрел бы, кто как посмотрит, что там сделает с ним рядом товарищ, кто ему как скажет. У него есть своя позиция, свой характер. И поэтому, если бы, конечно, что-то ему не понравилось, он мог один встать, поднять и сказать, что он против. И это был бы Марджани. Татары во многом на сегодня находятся в XIX веке. Проанализировать жизнь и вклад Марджани очень важно, потому что он-то будущее видел. Основное произведение Тукая по нынешнему восприятию — это «Шурале». Здесь вот такая парадоксальная параллель, что ли, напрашивается между «Шурале», оставшимся защемленным в бревне в прошлом году, и татарами. Нынешние татары, или татары 20 века, действительно боятся и самих себя, и боятся призраков, боятся этих лесных демонов, каких угодно, демонов КГБ. Может быть, он бы делал какие-то выставки, не знаю, он бы делал какие-то проекты просветительские. Может быть, какой-то суперуниверситет должен был бы быть какой-то такой, который объединял бы в себя все факультеты, и в итоге это манифестировалось бы как-то. И с помощью философских текстов, и с помощью литературы, и с помощью искусства.
öz varlığına. Söyünə biz, ya bir sən